Здравствуйте, меня зовут Андреева Василиса. Я учусь в 5 классе. Я очень люблю играть на фортепиано и разучила пьесу «Подмосковные вечера». Разучивая это произведение, я в первую очередь захотела узнать о истории создания произведения. И узнала очень много о подмосковных вечерах. Судьба песни «Подмосковные вечера» была сложной. Песня, написанная Соловьевым-Седым, не слишком ему понравилась. И мы могли бы не узнать об этой песне. Тогда, в 1955 году, на Московской студии документальных фильмов начали монтировать картину «Дни Спартакиады». И было решено вставить в песню в фильм лирическую песню. Заказ был дан творческому дуэту, поэту Михаилу Матусовскому и композитору Василию Соловьеву-Седому. Вот тогда композитор достал ранее написанное произведение, и Михаил Матусовский набросал слова. Так получилась песня «Ленинградские вечера». Но Матусовский «Ленинградские вечера» сделал подмосковными. Так появилась эта песня. Когда ее прокрутили по радио, она звучала лишь как фон и не была популярной. Замечательный дирижер и руководитель хорового оркестра Всесоюзного радио Виктор Николаевич Кнушевицкий сделал хоровой вокалист подмосковных вечеров. Эту песню прокрутили по радио, и в радиокомитет начали писать тюки писем. Песню повторили. Тогда количество тюков удвоилось и даже утроилось. Песня стала популярной. В 1957 году в Москве проходил 6-й Всемирный фестиваль молодежи и студентов, в рамках которого проходил и конкурс песен, где Соловьев-Седой получил большую золотую медаль за эту песню. Это была подлинная слава подмосковных вечеров. Но я заинтересовалась еще одним вопросом. Почему же аранжировку к этой песне для фортепиано сделал американский пианист Ван Клиберн? И вновь я обратилась к истории. Оказывается, в 1958 году проходил первый московский международный конкурс имени Петра Ильича Чайковского, где американский пианист получил первую медаль. После своего конкурсного триумфа Ван Клиберн посетил Дом композиторов, и там, шутки ради, Соловьев-Седой и Ван Клиберн сыграли вместе песню «Подмосковные вечера». И вот незадолго до своего отъезда Ван Клиберн устроил заключительный концерт, где в конце сыграл песню на фортепиано, песню «Подмосковные вечера». Бурные аплодисменты перелились в громовые овации. Так песня «Подмосковные вечера» стала популярна во всем мире и поспособствовал этому Ван Клиберн. И на сегодняшний день песня «Подмосковные вечера» – чемпион лучших песен 20 века. Я думаю, что ставить точку в этой истории еще рано. Спасибо за внимание.